Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы рады приветствовать вас в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. Меня зовут Гульгина Багаудинова, и сегодня я помогу вам поближе познакомиться с магистерскими программами художественно-графического факультета. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы к нам в чат, ответы на которых вы услышите в конце нашего эфира. Очень приятно видеть сегодня таких прекрасных девушек у нас в студии. Сегодня у нас с нами доцент кафедры дизайна Васильева Анна Юрьевна, также магистрант первого курса кафедры дизайна Пережогина Лилия, а также выпускница кафедры изобразительного искусства преподаватель Хананова Альбина Фагимовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос это нашим выпускницам, а также нашей студентке. Какие у вас были ожидания от обучения в магистратуре и подтвердились ли они? Вообще, если честно, я думала, что на заочном отделении будет учиться легче, но оказалось, что программа достаточно насыщенная, заданий много, но это как-то даже интереснее, наоборот, учиться. Мне понравилось, нравится. А как на первом курсе магистратуры? Вот на первом курсе я учусь. Тогда что вы можете рассказать про обучение, про студенческие годы? Ну, что могу сказать? Вообще, саму программу я выбирала все-таки, исходя из своей профессиональной деятельности. Я планирую в дальнейшем защитить кандидатскую диссертацию, и магистратуру я выбирала как некий такой подготовительный этап к этому, к дальнейшей защите. Ну и плюс наши магистратуры, они так построены, что они объединяют и научную, и творческую деятельность. То есть на самом деле очень интересно. И хотя я уже много лет преподаю, я много для себя лично вынесла. И поэтому, если об этом говорить, это уже будет, наверное, очень долго. Но на самом деле мне даже как преподавателю факультета было интересно. Много нового можно найти. Лиля, скажи, пожалуйста, а вот есть ли у тебя какой-либо любимый предмет, любимая дисциплина? Ну, вообще мне нравятся предметы, связанные с дизайном, и где много практических заданий. Ну вот, например, веб-технологии мне понравились очень. А какие пары ты никогда не пропускала? Ну, я вообще ничего стараюсь не пропускать. Отлично. Также нам сегодня прислали видео «Привет». Выпускница магистратуры Якупова Гузель. Давайте посмотрим. Добрый день, меня зовут Якупова Гузель. Я закончила магистратуру по направлению изобразительное искусство, технологии и дизайн в Башкирском государственном педагогическом университете в 2021 году. Меня постоянно спрашивали родители, друзья, зачем я поступила на магистратуру, что мне это дало. У тебя же есть одно высшее образование. Но я отношусь к той категории людей, которые получили свое первое профессиональное образование 20 лет назад. И с 2004 года я занимаюсь педагогической деятельностью, обучаю студентов, детей, взрослых. Я в процессе своей педагогической деятельности, конечно же, ощущала нехватку педагогических знаний, основ каких-то, фундаментальных знаний. Постоянно мне приходилось самостоятельно повышать свою квалификацию через курсы, через обмен опытом. Но мне хотелось чего-то большего. И вот реформа образования мне дала такую возможность пойти на следующую ступень, пойти в магистратуру. И я с новым взглядом взглянула на программу магистратуры художественно-графического факультета в 2018 году. И я туда поступаю. Я, конечно же, понимала, что магистратура – это прежде всего самостоятельная работа студента. Это самостоятельные практики, исследовательность деятельности, разбор материалов, поиск материалов. Но с таким квалифицированным педагогическим составом, с такой интересной и обширной программой, с такой поддержкой мой процесс обучения, он практически не был самостоятельным. Все время нас направляли. Были интересные предметы, мы проходили практики. И что самое главное, за весь процесс обучения я вела исследовательскую работу. Все 2,5 года у меня была исследовательская работа, которую я уже тогда применяла на практике. И всю вот эту свою исследовательскую работу я оформила в магистерскую диссертацию,
И что самое главное, я сейчас с успехом ее применяю в сегодняшней работе. И я вижу, что где я могу улучшить, где я могу повысить свою квалификацию уже. То есть магистратура для меня это был мощный такой пинок, это мощный фундамент, который заставил меня, во-первых, повысить квалификацию, узнать что-то новое, узнать, как это нужно делать правильно. Я сейчас абсолютно ничего не боюсь новых течений, новых педагогических знаний. Я знаю, как это применяется на практике. То есть магистратура для меня – это залог моего сегодняшнего успеха. Конечно же, все зависит от настроя самого студента. Но если ты активен, если ты знаешь, чего хочешь и где у тебя есть проблемы, то я считаю, что это идеальный вариант, который поможет тебе повысить квалификацию. Гузель, за такое видео привет. И спасибо большое нашим выпускникам, что не забывают свой родной Акмулинский. Анна Юрьевна, у меня такой вопрос. Кто ваши абитуриенты? Это учитель, это художник, дизайнер? Расскажите подробнее. На самом деле наш абитуриент — это и учитель, и дизайнер, и художник. Потому что для учителя важно повышение своей квалификации, художник, возможно, захочет внедриться в научную деятельность, а дизайнеру это также необходимо и для повышения своей профессиональной деятельности, и для овладения новыми навыками. Очень здорово. А есть ли абитуриенты, которые, в принципе, не умеют рисовать, но они очень хотят научиться? Да, такие тоже приходят, но программы магистратуры все-таки не направлены на изучение в широком смысле академических дисциплин, таких как, допустим, рисунок, живопись и другие. Поэтому лучше, конечно, когда абитуриенты приходят уже с готовым навыком и уже шлифуют. Это базой. Да, потому что часов на академический рисунок довольно-таки мало в магистратуре. Это больше научная работа. Альбина Фагимовна, а расскажите, пожалуйста, а чем именно вам была интересна магистерская программа? Ну вот, как я уже говорила, я выбирала ее, скажем так, с такой нацеленностью на дальнейшую научную деятельность. Но вот в процессе для меня я получила, скажем так, навыки очень интересные. Например, все мы знаем, что тестирование сейчас, да, такой неактуальный метод проверки знаний. И вот здесь в магистратуре мне помогли освоить такую программу, при помощи которой я составляю сейчас рисуночные тесты. То есть для студентов худграфа тестирование, это сложный метод, то есть оценить знания студента невозможно. Сейчас я составляю такие достаточно сложные, интересные тесты, которые работают и в формате онлайн, то есть очень интересно и достаточно продуктивно. Когда началась вот эта внезапно пандемия, этот метод очень помог мне вот в моей профессиональной деятельности. Также сейчас очень интересно было объединять и, скажем так, навыки работы дизайнера и навыки работы художника. Это вот лично для меня в профессиональном плане, конечно, большой был рост. Здорово. Уважаемые зрители, но мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы к нам в чат, ответы на которые вы услышите в конце нашего эфира. Лилия, давайте поговорим еще с вами. Как ты пришла к такому решению поступить в магистратуру? Что тебя заинтересовало? Дело в том, что я начинала работать как психолог в системе образования, но в процессе увлеклась графическим дизайном, и вот в настоящий момент я хочу совместить эти две сферы. Планирую в будущем заниматься дизайном, оформлением обучающих и развивающих материалов, то есть это развивающие игры, методические пособия и дизайн развивающих курсов, обучающих курсов, которых сейчас очень много, в том числе интерактивные, электронные, различные. То есть сейчас это востребованная деятельность. А кем могут стать выпускники художественно-графического факультета? Учителя могут пойти в различные высшие учебные заведения и уже вести свою деятельность там. Могут уйти в дизайн, работать на различных фирмах, в различных дизайнерских агентствах. Могут вести свои индивидуальные курсы по своей авторской программе, допустим, и, соответственно, занимать очень много площадок.
Здорово. То есть, есть ли сейчас какие-либо студенты, которые там, например, открыли свою галерею картин, не знаю, стали такими известными во всем в России? Галерею открыть это очень сложно. Из выпускников Может, пока выставку? таких нет. Выставки, конечно. Выставки у нас периодически проводятся, и в том числе не просто комплексные выставки, когда выставка проходит к какому-то определенному дню или на определенную тематику. Выставки проходят авторские, то есть работы одного художника. И на таких площадках, как, допустим, Ижат, это филиал Нестерова, собственно, Мирас и Урал. Очень много выставок проходит в Национальной библиотеке. Также многих интересует, что же изучают в магистратуре. Об этом у нас есть видеоролик, видеофрагмент, предлагаю его посмотреть. Вот такой небольшой видеоролик о художественно-графическом факультете. Ну а сейчас, я думаю, мы можем поговорить о направлениях подготовки магистратуры в художественно-графическом факультете. Сейчас на экране вы увидите слайд с направлениями. Давайте немного прокомментируем их. Да, конечно. Хочу также проговорить, что прием документов начинается с 14 июня и далее по направлению. Педагогическое образование, направление изобразительное искусство, дизайн и технология. Здесь у нас заочная форма обучения. Экзамены, которые необходимо сдать, это живопись письменно, основа изобразительной грамоты устно и по этому направлению. То есть программа обеспечивает подготовку компетентных специалистов, которые уже способны реализовать различные инновационные образовательные программы по изобразительному искусству, технологии и дизайну. Кроме того, данная программа, то есть ее уникальность заключается в том, что в процессе обучения студенты осваивают различные принципы художественного образования, творчества и дизайн-проектирования, овладевают различными навыками, которые необходимы в их научной работе и, соответственно, в профессиональной деятельности. Также овладевают знаниями в области современного искусства, формальной композиции, истории искусства XX века и дизайна. Программа готовит магистров в области художественной педагогики, обладающих художественно-творческими способностями, владеющими инновационными обучающими технологиями и способными к научно-исследовательской работе в области педагогики и искусства. Следующее у нас направление – это профессиональное обучение уже по отраслям, это пластические искусства и дизайн.
Здесь у нас очная форма обучения, учатся 2 года по длительности. Экзамены у нас такие-то: живопись письменно, основы изобразительной грамоты устно сдается. Цель данной программы – это подготовка специалистов в области художественного и дизайн-образования, обладающих аналитическим мышлением и навыками из научно-исследовательской и педагогической работы, а также художественно-творческими способностями, позволяющими работать в области пластических искусств. То есть это изобразительное, декоративно-прикладное и дизайн. Программа предусматривает изучение широкого круга проблем художественного образования, то есть это овладение новыми технологиями развития личности, средствами искусства, такими как живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и дизайн. Программа обеспечивает подготовку компетентных специалистов, способных реализовывать инновационные образовательные программы по искусству и дизайну в учебных заведениях начального, среднего и высшего образования. Третье – это у нас профессиональное обучение по отраслям и направленность коммуникативный дизайн. Срок обучения 2 года и 5 месяцев. Вступительный экзамен – это собеседование, то есть это комплексный экзамен по направленности коммуникативный дизайн. Эта магистратура предусматривает активное использование информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют расширить обучающие возможности занятия, повысить мотивацию учащихся и организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями. При внедрении в образовательный процесс инфографических проектов становится возможным приобретение учащимися такого опыта, как проектная деятельность. В практической образовательной деятельности мы ставим цель развития индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. И также в этой магистратуре изучаются веб-технологии, компьютерные технологии в проектировании, инфографика в дизайне, типографика, технологии мультимедиа и проектирование объектов визуальной коммуникации. Руководители программы – это Елена Викторовна Плотникова, это кандидат педагогических наук, член Союза дизайнеров, доцент и заведующий кафедрой дизайна. Руководители программ по изобразительному искусству, дизайну и технологии и пластическим искусствам – это заведующая кафедрой изобразительного искусства Пурик Эльза Эдуардовна, она профессор и также член Союза дизайнеров. Также хотели сказать, что информацию о направлениях можно найти у нас на официальном сайте bspu.ru. Ну а сейчас давайте пробежимся по вопросам, которые нам прислали в чат. Первый вопрос. Можете ли подсказать, есть ли у вас направление в магистратуре, которое подходит людям, закончившим бакалавр любого вида дизайна? И какие экзамены нужно будет сдавать? Ну, вопрос такой интересный, который подходит бакалаврам, которые уже изучили какой-то вид дизайна. Здесь нужно опираться больше на научную деятельность, потому что все-таки, несмотря на направление, то есть тем, кто изучил какой-то вид дизайна, ну, допустим, мы возьмем графический дизайн, на мой взгляд, логичнее уйти в коммуникативный, но это не есть такое резкое понятие, то есть любой, кто занимался каким-то видом дизайна, может выбрать любое направление по магистратуре, потому что итогом все-таки является научная работа, научно-исследовательская, обобщенная. А какие вообще вот экзамены спрашивают? Экзамены живопись, также в формате собеседования, если у нас коммуникативный дизайн, то есть там комплексный экзамен по этому направлению. Также вот спрашивают, насколько сложно поступить в магистратуру, если до этого человек учился на бакалавриате в другом университете? Здесь нужно понимать, что если бакалавриат был все-таки по совершенно иному профилю, например, там, я не знаю, медицина, то, конечно, поступить вы можете, если у вас есть базовые навыки к изобразительному искусству, какие-то хотя бы основные начальные знания по истории искусства, то, в принципе, конечно, поступить есть все шансы, но, как мы уже говорили, все-таки какая-то база, приближенная к нашему направлению, все-таки необходима. Также спрашивают, куда посоветуете поступать в магистратуру по направлению дизайн интерьера? Такого определенного понятия магистратуры по дизайну интерьера у нас нет. Все-таки любое из направлений магистратуры представляет такой комплексный подход. Здесь уже конкретный вид рассматривается. Поэтому здесь может подойти и пластическое искусство, и тот же коммуникативный дизайн, потому что и там все-таки проектное обучение.
Следующий вопрос. Как собрать и презентовать свое портфолио для поступления в магистратуру? Это может или? Дадите пару советов? Когда мы поступали, у нас в связи с пандемией по-другому немножко происходил отбор. Вот, мы сдавали экзамен комплексный онлайн, то есть портфолио как таковое тогда не требовалось. Так, то есть, а как мы ответим? Ну, здесь нужно смотреть, какое направление студент выбирает. Все-таки, как уже говорилось, вот, у нас экзамены в любом случае обязательны практически, если это направление педагогическое или профессиональное обучение. Если мы говорим о направленности коммуникативный дизайн, там собеседование. Там, конечно, человек может приготовить свое портфолио, скажем так, для собеседования, но практически здесь нужно будет исходить из того, что он выберет. Также вот спрашивают, ограничивается ли магистратура возрастными рамками и временем, которое прошло после завершения обучения на бакалавриате для поступления на магистр? Нет, никак не ограничивается. Ага, отлично. Я даже дополню, что человек, имеющий диплом специалиста до определенного времени, да, у нас с вами был специалитет, он тоже, в принципе, может подавать заявление для обучения в магистратуре, потому что сейчас совершенно иной подход к разделению высшего образования. Также вот еще один вопрос. Какова нагрузка на очной форме обучения и сколько академических часов в день в среднем? Нагрузка, не скажу, что очень большая, но практически ежедневно пары. Я думаю, Лилия тоже может нам подсказать в этом вопросе. Ежедневно же у вас? У нас заочная форма. А у вас заочная. Но все равно достаточно интенсивно приходится готовиться. Ну, здесь хотела бы сказать, что несмотря на то, что подразумевается очное обучение, чаще всего по расписанию это вечернее время после 4 часов. То есть, в принципе, совмещать с работой можно, но тоже нужно рассчитывать свою нагрузку. Если человек проводит на работе очень большое количество времени, то, наверное, ему все-таки выгоднее выбрать заочную форму обучения. Ну, в принципе, нет ничего невозможного. Ну, это да. Здесь рассчитывать самому. В принципе, это был крайний последний вопрос на сегодня. Думаю, мы можем завершать эфир, потому что время наше также подошло к концу. Мы благодарим всех наших зрителей, что были с нами. С вами был художественно-графический факультет. Ждем вас в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы.